Приветствую вас, друзья, Аят Машвой. Маршал, да, маршал. Сегодня 21 июня 2025 года, 19 часов 4 минуты по Берлину, 20 часов по центральноевропейскому времени, 20 часов 4 минуты по городу Джахару, 19 часов 4 минуты по центральноевропейскому времени. Так, 20 часов 4 минуты по городу Джахару. Сейчас я тут выключу звук. Сегодняшний стрим на платформе открытого диалога информационно-аналитического центра Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия, 134-й стрим. Сегодняшний стрим мы назвали «Шок. Трамп дал Ирану 14 дней. США, Иран и опасная игра». Давайте об этом и многом другом поговорим. Стрим у нас идет на YouTube-канале Reality, на канале Аслан Арцуев TikTok и на официальной странице Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия в Telegram. Всем, кто хочет принять участие, задавайте вопросы, заходите, пишите. Я их буду зачитывать. Также нам пришли вопросы от наших зрителей, поэтому их я тоже задам Аяду. Непосредственно, если захотите принять участие, можете в телеграм-канале принять участие, либо, если вы попроситесь, в ТикТок, я вас подниму и дам вам возможность высказаться. И в Телеграме тоже. Да, в Телеграме, я сказал. И вот передаю Аяд вам слово. Пожалуйста. Добрый вечер, дорогие друзья. Ами вечери ежери. Мы сегодня продолжаем нашу передачу по разъяснению ситуации, которая складывается в мире, и место того, какое, отведено для нас, для нашей республики, для чеченского народа, и что мы должны в этой ситуации для себя, какие должны сделать выводы. В основном мы видим, что происходит по большому счету в мире. К сожалению, это есть тот момент, который сегодня нас не очень устраивает, но все равно от этого мы зависим. Мы зависим от той ситуации, которая складывается в международной политике. Мы видим, какая идет напряженная борьба между двумя, скажем, системами власти, которые установились в мире после развала, вернее, после Второй мировой войны, когда было создано, современное международное право, и потом, там были заложены основы, бытия, жизни государств, стран, народов, в основе которой была свобода личности, Всеобщая декларация прав человека. Все страны, которые после этого вышли, в смысле образовались, они, согласились с этим уставом ООН, с этим международным правом и стали потом после этого, применять принцип международного права. Этих принципов международного права достаточно для того, чтобы регулировать ситуацию в мире. Эти договора, которые, или эти принципы и уставы ООН говорят о том, что в принципе человек должен быть свободен, и человек должен свободно иметь право на свою личную жизнь, и он не может быть политически преследуем. Вот самый момент этот. Раз он политически не преследуем, он свободен получать всякую информацию, которая есть. И почему? Потому что именно человек, свобода личности дает ему право избирать себе власть. Власть, которая избирается в этих странах, это власти этого народа, этих людей. Так вот, как мы знаем, у нас сложилось в мире две системы власти, хотя можно разделить их на многие системы, но главным образом это на демократические страны и диктаторские режимы. Диктаторские режимы, в которых во главе сидят, диктаторы. И притом это те люди, которые из поколения в поколение передают власть своим потомкам или передают тому окружению, в котором они находятся. Какая-то группа или партия, или какой-то, единая такое, идейная система, то ли религиозная, то ли другая. Короче, в этом направлении идет борьба
вот последние вот эти годы, начиная с 1948 года, когда-то все это образовалось, в принципе, согласившись с этим состоянием, они начали между собой вот вести борьбу, и борьба заключается в том, что эти страны, скажем, диктаторские, они хотят оставить за собой свое право быть во главе, я имею в виду власти, быть во главе этих стран, а демократические страны, естественно, каждые там 4-5 лет переизбирает себе главу государства или парламент, и вот такое вот они вот устраивают, как говорится, наше бытие в мире. На самом деле, кто из этих, скажем, какая из этих систем лучше? Вопрос, конечно, здесь очень интересный. Интересно в том, что как бы то ни было, масса людей, которые есть в мире, там, или в любой стране, она, конечно, не может определить, как научный подход или с точки зрения каких-нибудь там теорий. Человек простой, он выбирает то, что ему выгодно, то, что ему на данный момент кажется правильным. А в итоге иногда бывают ошибки. Вот, к примеру, в Германии вот таким образом избрали Гитлера канцлером. Он стал главой правительства, и он начал крушить все там на свете. Фашистский сдал все правительство. И вот. А затем все же его свергли, и в Германии, как мы понимаем, установился демократический режим. И все время эта демократия, она балансирует. То, значит, некоторые, значит, партии и движения, они поднимают голову, другие, значит, их противники их как бы давят, помнят вот это все. Такая ситуация в демократических странах. А в диктаторских странах, это, как мы знаем, это вот Россия, это Китай, это, скажем, страны южного региона, так скажем, мира, так? Почти все они диктаторские режимы. И вот эта вот борьба, она как-то вот не дает покоя людям вот здесь, скажем, успокоиться и понять, что вся власть, которая они избирают, она есть их народная власть. Это не всегда получается, не всегда можно избрать и назначить человека или людей, которые могут интересоваться только интересами своего народа. Это не всегда получается, это не присуще и природе, скажем, простого человека, потому что он живет определенный период времени, потом умирает, и также вот меняется правительство. В общем, вот такая ситуация складывается, и это мы сегодня видим на примере того, как вот Советский Союз развалили в 1991 году. После этого оттуда образовались вот государства, в том числе и Чеченская республика, которая потом была переименована Чеченская республика Ичкерия в 1994 году. И здесь очень много разных там вот, споров. Эти споры порой, значит, нелогичны, порой, значит, необоснованы. И даже в нашем обществе, среди нашего общества тоже появились разные люди, которые стали, значит, защищать, скажем, имперскую линию существования, чтобы мы были в составе России, хотя мы образовали свое государство и раньше, до создания этой Российской Федерации России. Дело дошло до того, что эта империя, она начала снова нападать, кроме на нас. На нас напала 5 раз, потом она напала на Грузию, на Украину. Как мы знаем, снова Украина. Идет эта война, и в этой ситуации весь мир, скажем, демократический мир, и в рамках международного права все, как бы, значит, в этом вопросе должны поддерживать Украину, а не Россию. Но они разделились. Почему они разделились? Разделились, потому что у них подсознательно другая теория. Они хотят, чтобы они сидели во главе, там, коммунистической партии, религиозные деятели. Они хотят сидеть во главе. И вот эта нерешенность этой проблемы сегодня в мире дает трещину. Получается, войны снова могут начаться. Эта опасность есть.
сколько вот уже 3 года воюет Украина, и все никак, значит, эту войну не могут остановить. И Россия все, Путин во главе этой империи прет, извините меня, прет, и пытается, значит, поставить на колени те государства, которые были когда-то в Советском Союзе, которые образовались так же, как и Российская Федерация, Россия нынешняя. Она пытается уже дальше пошла, пытается расширить европейские страны некоторые, которые были когда-то в царской России. Это где-то там, скажем, еще до Первой мировой войны, что было, они пытаются вот это все наше, мы это заберем. Но вопрос в том, что если они поднимают этот вопрос, он чреват тем, что в конечном итоге может вот что получиться. Если мы поднимаем вопрос, что нужно России вернуть вот эти территории, как они заявляют, да, и балтийские страны, там, и Финляндия, и другие, то получается, это будет прецедент, что мы современное международное право больше не будем соблюдать, и мы должны впасть в пространство или во времена, значит, которые были до создания современного международного права или до создания Лиги наций. То есть мы должны тогда поднимать вопросы, скажем, американских народов, как там индейцы и другие африканские народы, значит, азиатские, те проблемы, которые были в те времена, их все надо поднимать, и это, значит, с этим прецедентом и другие после этого могут пойти на это. После Второй мировой войны было решено, что будем вот так вот жить, и было принято, принцип был принят о том, что ни одна страна не имеет права изменять границу существующего государства с внешней стороны. И этот принцип сегодня не соблюдая именно российская вот эта империя, новая империя, которая образовалась с 31 марта 1992 года, она, значит, здесь вот это все пытается встать на ноги. Ну, Украина сопротивляется, героически ведет сопротивление, и я уверен, и мы все знаем, что, конечно же, Украина не сдастся России, не сдастся и не станет больше никогда, значит, частью этой Российской Федерации, в которую Украина тоже никогда не входила. Понимаете, ни Чеченская республика, ни Грузия никогда не входили в состав России. Это нынешняя Россия. Потому что эта Россия образовалась позже всех этих государств, скажем так. Не только нашей республики, но и позже других. Так что вот такая ситуация, что мы видим сегодня, что происходит. Кто является зачинщиком всех этих проблем и кто вот в этой ситуации какую позицию занимает. Мы видим, что после прихода к власти Соединенных Штатов Америки новый президент, бывший новый президент, снова, значит, он выиграл, он, значит, берет какую-то рамку непонятную, какую-то проводит политику, которая критикует его со всех сторон. И мы тоже видим, что здесь идет какая-то политика непонятная, которую он пытается оправдать Путина, империю, говоря, что империя это может, значит, остановить войну, и нужно экономически договариваться, решать. Война не нужна. С одной стороны, он как бы и прав, надо действительно войну остановить, надо, чтобы этой войны не было, надо людей, чтобы не убивали. А с другой стороны, мы с вами помним еще до этого, год-два вперед, год-два с лишним, мы находились под разными ковидами. Здесь выступали какие-то помощники или вице-премьеры, которые там люди, которые говорили, что в мире около, скажем, 8 миллиардов человек, и этих людей земля не прокормит, их надо убить, их надо довести до 2-3 максимум миллиардов. То есть здесь создается такое впечатление и мнение о том, что же, кто эти программы нам подсовывает, кто хочет нас вывести из этой мирной такой человекообразующей, человеческой нашей морально-нравственной базы, кто нас хочет оттуда увести. И
И вот тогда этот вопрос как раз сейчас и является главенствующим вопросом, когда мы видим, вот происходят вот эти войны. Теперь мы видим, что в ходе вот этой войны здесь же вот поднялась еще одна война на Ближнем Востоке. Значит, 7 октября 23 года, значит, организация Хамас напала на Израиль и начала, значит, убивать там людей, женщин. В общем, где-то около 1000 с чем-то человек они убили, потом арестовали, избивали, расстреливали. И потом началась вот эта война. И после этого Израиль ответил Хамасу, этой Палестине, которая вот откуда они вышли и начали бить. И били туда, и, видимо, там, как мы видим, значит, они тоже перестарались, как бы все показывают, что они перестарались, ничего не щадя, они начали в ярости уничтожать этих людей, которые оказались, скажем, из числа тех, которые вот, значит, нападали на них, вот это организаторы. Кто за этим стоял? Вот мы видим, что за этим стоял именно Иран. Они говорят, Иран стоял, за этим стояли другие там, значит, те некоторые политические деятели, которые в мире разыгрывают вот эту проблему. Что же произойдет? Как быть? Иран, значит, решил ответить Израилю после того, как вот недавно он, значит, организовал, уже неделю больше организовал нападение на Иран. Он вел туда, как говорится, направил туда свои самолеты, бомбил их города, бомбил их, значит, пункты, значит, производства оружия, там, экономические, другие. Короче говоря, все те структуры или организации, которые могли бы работать на войну для Израиля, то есть для Ирана. Иран, в свою очередь, это религиозное государство. Во главе сидят там аятоллы, и они утверждают, что мы, значит, правы, что Израиль – это страна, которая никогда не посмела бы ударить по Ирану, потому что она не способна на нас напасть. Это все, говорят, Америка и Европа. Вот такая проблема сейчас вот стоит, и мы не знаем, что же произойдет. После того, как, значит, Иран ответил Израилю, и тот щит, который у него был, скажем, воздушный, закрыть небо, он оказался дырявым, и города Израиля ночью попали, значит, под ракетный обстрел, много что там уничтожено, показывают видео, мы видим, сколько там люди гибнут, и бывает там, значит, разного рода предприятия, значит, сносят дома, сжигают, короче говоря, люди находятся в военном положении. В этой ситуации Трамп настаивает на том, чтобы Израиль прекратил свое, значит, военное действие, чтобы Иран тоже прекратил это, и нужно, мол, мирным путем это все решать. Но в основном сейчас Трамп, президент Соединенных Штатов Америки, говорит, что нам необходимо, чтобы, скажем, Иран, значит, прекратил военные действия и не бомбил Израиль. А Иран отвечает, что мы прекратим и будем вести переговоры, если Израиль прекратит. Вот такая ситуация. Они, несмотря на это, друг другу, значит, бьют ракетами, самолетами, шахедами, то есть летательными всеми аппаратами. И речь идет о том, что Иран все же выдержал этот удар со стороны Израиля. И что же делать сейчас? Напряженная такая обстановка, которая может привести к тому, что, не дай бог, как говорится, чтобы начнется масштабная война мировая с применением атомного оружия. Вот о чем. Этим озабочены сейчас все страны, руководители больших стран, которых я не буду называть, вы знаете, какие это страны. Вот такое положение. И вот это то, что происходит сейчас на Ближнем Востоке,
мы задумаемся над тем, кому это выгодно. Мы, например, считаем, чеченцы, я говорю от имени нашего правительства в изгнании, в экзиле, что мы считаем, что это во вред чеченскому народу, чеченскому государству, это во вред тем странам, это в первую очередь еще это во вред Украине, потому что Россия по это времена параллельно начала усилить свое давление на земле и воздухе. Больше она стала посылать ракет, больше начала двигаться, продвигаться, потому что внимание как бы все теперь направлено на, скажем, на Ближний Восток. И как у меня есть информация, Америка даже из-за, скажем, из Украины забирает какие-то, или то, что предназначено для Украины, переправляет туда, на Ближний Восток, чтобы помочь Израилю. Вот такая ситуация. И что будет, как это мы будем к этому относиться? Вот давайте вокруг этого поговорим. Вопросы очень сложные. В то же время я хочу сказать, что мнений очень много. Вы в день можете посмотреть, десятки разных политических деятелей, разных с той и с этой стороны. И все фантазируют, все говорят, будет вот так, будет это, будет то. Но самое главное, что, чтобы они не говорили, главное, чтобы объединиться для того, чтобы эти войны остановить, и агрессор, который незаконно, вторгся или проводит политику, несоблюдения международного права, против него должны выступить все. А это не получается. Вот над этим мы как раз-таки думаем, размышляем. И сейчас вот говорим, давайте поговорим об этом и других вопросах. Эти главные вопросы, они всегда сидят в наших, как говорится, головах, мыслях, и мы не знаем, что и как. Это Европа сейчас, как вы знаете, все вот думают, это и Америка, это, практически весь, скажем, Восток, скажем, вплоть до Китая, Япония об этом тоже думают. Я так думаю, весь мир. Давайте, Аслан, вопросы или кто желающий сказать, пусть скажут. Поговорим. Спасибо, Аят, спасибо. Друзья, напоминаю, у нас в ТикТок идет стрим, задавайте вопросы. С нами, вот, кого вы слышите, но не видите в ТикТок, Аят Идигов, сопредседатель Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия. Это единственный легитимный орган власти чеченский, законный. И вот вы можете задать вопросы. Также всем, кто находится здесь в YouTube, пожалуйста, тоже задавайте вопросы. Аят, пока вопросов нет, я бы хотел задать вопрос. Ситуация очень такая накаленная, все очень обеспокоены. Какие-то такие очень серьезные подвижки мы замечаем. Да. Например, было землетрясение в Иране вчера или сегодня, или вчера ночью, и зафиксированы толчки, и некоторые комментаторы утверждают, что Иран провел ядерное испытание. Пакистан же, который очень не хочет, чтобы Соединенные Штаты ввязались в войну, выдвинул Дональда Трампа, президента Соединенных Штатов Америки, на Нобелевскую премию мира. И таким образом хочет его как бы нейтрализовать. Как вы считаете, разрушения очень серьезные? Может ли эта война перерасти в ядерную войну? Есть ли такая угроза? Но угроза есть, как вот я сейчас вот говорил, тоже вопрос такой, что угроза есть, и главное, мир должен объединиться против того, чтобы эта война не началась. Что для этого нужно? Все должны сейчас придерживаться той линии, которая была, в рамках международного права принята. То есть никто не имеет права нападать на территории государств, которые образовались после Второй мировой войны, которые по праву образовались. А здесь идет нарушение. И здесь происходит вот такая ситуация. Это сейчас, я думаю, что нужно нам определиться, я имею в виду, нам, конечно, тоже, мы больше всего об этом думаем, что они сделают.
Они вот там собираются на G7 в Канаде, они собираются теперь здесь вот, по-моему, в Брюсселе на днях, значит, НАТО будут собираться, туда снова приедет Трамп, туда летит Зеленский, снова они будут об этих вопросах говорить. Опасность такая есть, и мы видим, что это напряжение вот настолько оно, значит, выпукло стало, что мы не знаем, как это просто разрешится. С одной стороны, так иначе тянет и идет, отдавайте нам все территории, нарушая все принципы международного права, и Российская Федерация с Путиным во главе лезет, говорит, отдайте то, отдайте это. Значит, давайте поставим вопрос, есть ли это международное право или его нет. Скорее всего, его уже давно нет, можно сказать. Но значит, тогда какой-то другой должно быть принят. Значит, чтобы другое приняли, значит, кто-то, какая-то сторона, какая-то линия вот противоборствующих двух сторон, да, должна победить. Вот тогда фашизм победили после Второй мировой войны. И вот в пользу, значит, демократии, свободы личности было принято современное международное право. А теперь что? Кто здесь? Разве может договориться в этой ситуации? В этой ситуации можно, скорее всего, вернуться к тому, что необходимо строго соблюдать современное международное право. Уже в будущем там посмотрим, что, как это будет развиваться. И эти страны, которые не соблюдают это международное право, против них должны быть приняты какие-то действенные шаги. А то отдали это все 5 странам, 5 государств, которые там могут решать все вопросы. Любой вопрос они могут, значит, наложить вето и отменить даже любой вопрос в мире. Вот смотрите, Россия нынешняя, она, значит, объявлена незаконно с нашей точки зрения, объявлена членом Совета Безопасности, и она, будучи такой на международной арене, творит самые большие беззакония, убивает людей, расстреливает, мучает, что только не делает эта империя. И в своей стране народ нищенствует при наличии вот таких колоссальных богатств, я имею в виду природных и других богатств, и народ нищенствует в этих странах. Хотя какая-то часть там, скажем, наворовалась, скажем, а остальной народ процентов 90 с лишним нищенствует практически. Вот и поэтому вопрос сейчас такой неясный, что же будет, что они договорятся и в НАТО, и там в G7, G20. Вот такая ситуация складывается, и мы должны вот в этой ситуации, мы, я имею в виду чеченцы и другие народы, и другие страны, которые оккупированы частью, а другие, которые сегодня понимают, что в любом случае России, если дать ей возможность, если дать ей возможность и не дать ей отпор, она пойдет дальше. Поэтому вот такая ситуация, опасность такая существует, Аслан. И об этом мы и говорим. Да, она существует, к сожалению. А как вы считаете, Аят, если, например, Иран не нанесет удара ядерной бомбой или чем-то другим, то Америка вступит в войну? Вот Трамп дал 14 дней, а до этого он тогда дал 60 дней, по-моему, да, или 90 дней. Вот они истек 60 дней. И он сразу же об этом заявил, когда вот 13 июня Израиль атаковал военные объекты Ирана. И он сказал, вот я вот дал 60 дней, не послушались, получите. Теперь он сказал 14 дней. И как бы, как вы считаете, вступит, даже если не будет применено Ираном ядерного оружия? Я надеюсь, что Америка не вступит. Америка, скорее всего, понимает, Трамп тоже, наверное, понимает, если он вступит в эту войну, то она, значит, начнет расползаться, так? И в этом случае он вместо миротворцев, получается, обвиняя Байдена, что вот они это все сделали, сам станет еще хуже. А он же себя миротворца как бы предъявляет остальному миру. И притом он не настолько, значит, глуп, как думают многие, что он так, вот так. Он просто хочет якобы по своим там меркам всех обмануть и всех заставить,
чтобы они не воевали, не в этом дело, надо мирно решать вопрос экономический. А так, если он вступит туда, то он вступит вообще в настоящую войну. Потому что мы знаем, Иран, Китай, Южная, Северная Корея, Россия, это большие государства, так, и имеют мощности большие, которые могут подняться и могут, ситуация как развернется, неизвестно. Потому что мы знаем, если начнется сейчас такие страсти, а уже потом они, если начнется то, что и вступит туда Америка, она будет виновата, и в итоге получится, что страсти будут уже настолько неконтролируемые, неуправляемые. И тогда и эти атомные бомбы могут пойти в ход. А это опасно для всего мира. Так что я думаю, что Трамп и его окружение, хотя оно как-то поредело, говорят, ну, говорят, я могу сказать, говорят, потому что все говорят, мы сами не щупали, как говорится, что все те толковые, умные специалисты в разных, скажем, структурах власти, разведки, там, политики и другие, и даже в Министерстве обороны, Пентагона, все они отстранены фактически, и туда пришли какие-то неучи, как бы говорят. И поэтому никто не может ему подсказать Трампу. Трамп на свое, как говорится, на свой нюх и на свое чутье действует, якобы вот так вот. Но будем надеяться, что это не так, и что не будет этой войны. А что мы будем говорить, что будет, мы не можем сказать, потому что мы не желаем, чтобы это было. Вот так вот, Аслан. А это вам не кажется, если сейчас не вступит США, то те разрушения, которые по гражданским объектам нанесенные Израилю, и в целом то, что смогли пробить вот этот железный купол, о котором так много говорили, и оказывается он не стопроцентно защищает, хотя неплохо Да-да. защищает. Не кажется ли вам, что вот эти страны оси зла, Иран, Россия, Китай, которые помогают Ирану всячески, оборзеют вообще, станут еще смелее, и тогда не будет ли еще хуже ситуация? Ну, здесь уже не приходится говорить, еще хуже или хуже. Там больше не говорит о том, что еще хуже будет. Сейчас и ситуация такая, мы видим, везде вот подъемы, цены на продукты, товары, продукты питания, везде вот это все вот как-то идет непонятно. Люди как бы, значит, прижались и говорят, вот лишь бы не было войны, люди так считают. Ну да. В некоторых государствах еще раньше, чуть ранее, были какие-то настроения, что не такие были. А сейчас вот я вижу уже день-два, а то и более, вижу, что разговоры идут совершенно в другом направлении. Вот бы войны не было там, а остальное, мол, как бы еще перетерпим, потом все будет, мол, нормально. Вот такое вот приходит на мысли простому народу, я хочу сказать, потому что я беседовал с некоторыми людьми, которые раньше вот говорили, что такое, да оставьте их, они там сами разберутся. А сейчас они уже поняли, я так понял, они уже поняли, что это их касается и коснется еще, может, еще более хуже. Поэтому они вот, вот такое вот отношение к этому делу. Весь мир как бы здесь втягивается в эту ситуацию. Аслан? Мгм. Спасибо, Аят Баркал. Друзья, напоминаю, вы можете задавать вопросы, я зачитаю, задавайте вопросы, либо непосредственно на официальной странице Президиума правительства Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия в Телеграм. Вы можете задавать, принять участие сами непосредственно, либо пишите здесь в ТикТок, либо в YouTube. Пишите вопросы, я зачитаю. Аят, немножко тогда я бы переключился бы на те вопросы, которые прислали и касаются нашей чеченской темы. Ну, И давайте, пожалуйста. давайте я пока, потом вернемся, если будут еще вопросы, вернемся к нашей основной теме сегодняшней. Во время правления, вот тут вопрос пришел, во время правления президентов Чеченской Республики Ичкерия Джохара Дудаева и Аслана Масхадова
нас сотрясали кризисы власти между законодательной и исполнительными ветвями. К слову говоря, даже у Закаева, считающего себя председателем правительства ЧРИ в изгнании, произошел подобный конфликт с Сараляповым, считающим себя председателем парламента ЧРИ. Вопрос Аяду Идигову. Как вы думаете, жизнеспособно ли в чеченском обществе президентско-парламентское правление? Или впору подумать об изменении государственного устройства страны путем внесения изменений в действующую конституцию ЧРИ или проведением всенародного референдума в деоккупированной Чечении? Ну, здесь Чечня написано, да. Но здесь вопрос, способно или будет это лет, что были какие-то там, значит, споры. Это нормальное явление в любой стране в мирное время. Тогда, когда был президент Жохар Дудаев, потом Яндарбиев, Масхадов, эти ситуации складывались по тем или иным причинам, и все люди тогда, значит, принимали в этом участие, так скажем, у нас. И способны ли, можем ли мы изменить эту систему власти? Это вопрос касается нашей Конституции, в которой сказано, что вопрос этот относится к решению нашего народа. Народ может, значит, поднять этот вопрос, там определенное количество процентов, или там депутаты, поднять этот вопрос и провести референдум об изменении. Она может измениться в той или иной степени, а сравнить это с Закаевской, Сараляповской командой, которые, значит, самозванцы, не имеют никакого отношения к нашему государству, думаю, излишне. Здесь нет никаких вот. Тогда были споры, связанные с тем, чтобы решить проблему экономическую, там, военную, или решить какие-то вопросы, связанные с, скажем, с избранием или назначением каких-нибудь там высокопоставленных чиновников, людей, или изменением внести в Конституцию. Вот такие были вопросы. А здесь эта команда, по которой вот задает мне вопрос, это команда, которая действует вне нашего, значит, референдума, который провел наш народ в 90-м году, 25 апреля, не в нашей Конституции. Это самозванцы. И это не надо сюда приплетать в этом вопросе, конечно. Ни Закаев, ни Сараляпов в этом плане давно потеряли, как говорится, свои полномочия, по-чеченски говорят, держав. Ну, то есть они не являются таковыми с тех пор, как они начали проводить проимперскую политику. Что они проводят ее, нам известно. Это известно не потому, что мы это наговариваем, а потому что они сами эти документы принимали, они сами этим занимались, эти документы в интернете не есть, и мы можем вам вот всегда, вот посмотрите в наших сайтах, посмотрите в наших там блогах, посмотрите, видно, как они, даже у них посмотрите, у самих посмотрите, чем они занимались, эти люди. И это началось, у них это предательство, у них проявилось еще тогда, когда 95-96 годы, когда они пытались изменить нашу государственность, не спрашивая народа, не придерживаясь наших конституций и международных прав. Поэтому здесь вопрос вот такой. Ответ мой такой, я хочу сказать. Спасибо. Еще один вопрос. Президент Чеченской Республики Ичкерия Аслан Масхадов на видео, размещенном на вашей странице Facebook, обвинил высших военно-политических лидеров Ичкерии в корыстном сговоре с Борисом Березовским, лишь бы навредить ему, то есть Аслану Масхадову, хотя прекрасно знали, что тот организовывал дестабилизацию и похищение людей в Чечении. Вопрос Аяду Идигову. Как стало возможным, что один толстосум с деньгами мог организовать такую дестабилизацию в независимой Чечне? И возможно ли противостоять этому в будущем? Дело в том, что этот толстосум, он был председатель Совета Безопасности России.
он был назначен так, на такую должность. И дело в том, что тогда, значит, Россия, начиная с 91 года, с 8 ноября, потом уже когда первая атака была, потом была вторая атака в 92 году, когда был осетино-ингушский так называемый конфликт. Потом снова, значит, я имею в виду, это в эти времена на нашу территорию Россия вводила свои войска с целью оккупации нашей страны. Потом это было третье, значит, вторжение в ноябре 94 года, а затем, вернее, 5 года, а затем в декабре, 11 декабря уже окончательно четвертая агрессия, которая полномасштабно и длилась более 2 лет, в которой в этой полномасштабной агрессии применением всех видов оружия и, значит, при наличии более 460 тысяч военнослужащих на нашей территории, Россия потерпела сокрушительное поражение на нашей территории. Об этом знает весь народ, и это было связано с тем, что наш народ полностью встал, и наше организованное вот это военное противостояние во главе с нашими лидерами, президентом Жагаром Дудаевым, значит, дало такой вот толчок и отражение этой войне, отражение. То есть, поэтому мы только победили, я хочу сказать. В этом, конечно, приняли участие все наши лидеры, и, несомненно, это был и Масхадов, президент, который потом стал, потом это был и Яндарбиев, который был вторым президентом. Так что вот такая ситуация складывалась, и говорит о том, что вот эти толстосумы, они что делали? Они подкупали наших людей. Они не то, что их подкупали, они обеспечивали их финансово, они давали им задания, они проводили разные провокации на нашей территории. И это были люди, часть из них это были агенты влияния Кремля. Даже из нашего правительства такие люди были. Мы сегодня видим об этом, о таких же делах речь идет, когда мы слышим и в Украине. Это всегда вот такие вот появляются так называемая агентура российская, которая пытается сделать то или иное. Это было связано в основном, Аслан, я отвечаю на этот вопрос, в основном потому, что эта соседняя страна, новая империя, развязала войну и пыталась сломить сопротивление чеченского народа для того, чтобы захватить эту территорию. А не потому, что какой-то один толстотум это сделал. Один толстотум это сделал, потому что для этого у него были ресурсы, которые ему были выданы в виде, значит, бизнесмена, в виде другого там деятеля. Они между собой спорили, но миллиарды были у них в руках, и их потом заставляли эту работу делать. В основном поэтому. Они это продолжили уже в зарубежье потом. Об этом мы потом поговорим. Они вышли сюда и в зарубежье тоже эту работу ведут. Поэтому здесь все понятно. Значит, это был результат той агрессивной политики, которую проводил нынешний Кремль против нашего государства, против нашей республики. Только поэтому вот это все стало возможным, не иначе. Если бы этого не было, и нынешняя Россия мирно, как мы предлагали, была бы, значит, готова сотрудничать, и мы бы мирно жили бы, то этого всего бы не было. Наоборот, Россия все делала для того, чтобы так вот, значит, вот такие вот процессы преступные происходили. Мгм. Спасибо, Аят. Я иногда вижу, вот сейчас тут в ТикТок комментарии, которые хочет сказать, что много фракций, много правительств создано, и как бы и простые люди, не знаю насчет этого человека, но простые люди некоторые путаются. И реально я могу сказать, пока я не был глубоко погружен в изучение вот нашего вот этого политикума, тоже как бы был дезориентирован очень сильно. Поэтому даже если пишут тролли, я их
отношу к тем, что это может быть заблудший человек. Хотя я что-то делал, в отличие от некоторых вот этих комментаторов, я пытался что-то делать. Аят, как вы считаете, почему есть такой человек по имени Джамбулат Сулейманов, который недавно присягнул Пригожину на верность? Он изображает из себя политического деятеля нашей чеченской стороны, хотя только что мы видели, были все свидетелями, как он присягнул Пригожину и попросил у него разрешения на референдум провести. Закаев, другие, Сараляпова, вот эти все люди, для чего создаются вот эти симулякры? Они рассчитывают завоевать сердца чеченцев, которые им абсолютно не доверяют? Или с какой целью они это делают? Ну, сказать об этом, я как раз сказал, что мы потом поговорим об этом. Ты это просто сразу поднял. Да, на Западе фактически снова появились эти толстосумы, которые здесь начали среди нашего зарубежья чеченского разные провокации устраивать. И новые люди, которые прибыли сюда, вот простые люди, которые, но большинство людей это простые люди, даже которые не участвовали в этой военных действиях и не в курсе дела, даже не только о войне, а даже о том, что было у нас там, фактически ничего не понимают были некоторые. Сейчас, я надеюсь, они это понимают. И вот сейчас здесь на Западе, понимаю, что здесь на Западе есть ситуация, которая необходимо нам решать по решению вопроса признания нашего государства как оккупированного государства. Мы здесь проводили эту работу вплоть до 2008 года открыто. Мы по всем странам, значит, по всем международным организациям вели эту работу. Потом нас с религиозной точки зрения тоже сюда стали это нашему широкому движению противодействовать. То ли Саудовская Аравия или с Египта сюда якобы присылали какие-то фетвы или какие-то запреты, что якобы, мол, мусульман не имеет права проводить митинги, протесты, это нельзя делать, это не присуще. Потом параллельно стали там у нас в республике подчинять очень жесткую такую применять в отношении тех людей, которые здесь занимались, скажем, вопросом решения проблем народа, начали родственников там давить. Этого нет ни в одной другой республике, кроме как у нас. Вот такая ситуация здесь устроилась, и эти люди, о которых ты назвал, понимая того или не понимая, они, собственно говоря, под каким бы лозунгом они здесь не крутили свою такую идею, они, вот как ты сказал, дошли до того, что некоторые из них заявили, что мы не должны были создавать свое государство. Другие заявили, что мы, еще раньше заявили, что мы не просим признания нашего государства России, мы там хотим, чтобы 2 бригады остались на территории Чечении. Это я имею в виду Закаева. А здесь вот этот Джамбулат, о котором ты говоришь, он вроде бы должен был все это понимать, но он здесь то на религиозной основе здесь все время, значит, говорил, натягивал это, как говорится, одеяло на себя, а потом резко изменился, теперь стал демократом. На самом деле демократом стал, а когда Пригожин там появился, он делал некоторые заявления. Ну, я так думаю, что эти заявления были связаны с тем, что он не понимает до конца, что он говорит. Как можно было говорить о том, что мы готовы, значит, я готов, значит, провести референдум о статусе республики нашей. Статус нашей республики – это решение провел наш народ в 90-м году, потом в Конституции, верховная наша власть, президент и парламент утвердил этот статус, что мы есть суверенное, независимое, демократическое правовое государство. А он был готов, если бы получается так по рассуждениям, получается, что он был готов на это пойти. Это его заблуждение. Заблуждение
как минимум в заблуждении. Если он дальше этим вещами будет продолжать действовать себя, он себя совсем изобличит. Хотя у них этих изобличений уже достаточно, но так как по молодости или по неопытности они эти вещи все время выставляют, и когда им говорило, что давайте вместе помогайте, значит, легитимной власти, я имею в виду президиум правительства, который, да, есть легитимное, единственно, потому что в его составе есть люди с легитимных полномочий от нашего государства. И на них возложена обязанность проводить здесь политическую и иную работу по решению нашей проблемы. И нам на Западе необходимо решать проблемы, которые, значит, нам необходимо, очень необходимо, чтобы западные страны и другие страны признали наше государство, потому что мы создали его по образу, скажем, международного права, как того требует. Наше государство, ему препятствует признание России все эти времена. Она препятствует. И им содействуют эти люди. Хотят они того или нет, они содействуют им под религиозным, скажем, прикрытием или под иным прикрытием, там, открытым прикрытием, они это делают. Поэтому мы их не раз предупреждали: остановитесь и вернитесь в конституционное поле. Нет, они заявляют, что нашего государства нет, что за рубеж никого нет. На самом деле это заблуждение, и эти люди тем самым, если они говорят, что нет, тем самым они как раз-таки льют воду на мельницу Кремля. Они это как будто не понимают. Но люди-то понимают, простые люди все понимают, чем они занимаются. И если они ошибаются, они должны от этого отказаться и вернуться в наше поле, чтобы мы могли здесь на Западе вести совместные конференции, митинги, шествия, иначе обращаться к международному общественному признанию, аргументированно показывать все, что есть у нас. То, что мы делаем, президиум, мы это делаем. У нас масса разных, значит, статей, разных документов, которые мы обосновываем. Мы были на разных, скажем, международных платформах, там, скажем, много-много раз и в этом ПАСЕ, и в Европарламенте, участвовали в этом и в Америке, и здесь. И это все документально подтверждено, что это было и есть. Эта работа нами продолжается сейчас, и в последнее время, в 2022 году, Украина, после нашей, так сказать, совместной работы, которую мы проводили в рамках современного международного права нашей Конституции, Украина признала, Рада признала, что наша страна незаконно оккупирована Россией и осудила геноцид честный народ. Теперь вокруг этого эти люди, которых ты называешь, уже начали, которые тогда выступили, кстати, Джамбулат выступили, говорят, не надо было нас признавать, это рано. Или другие там, это не нужно было еще. Когда наши, скажем, добровольцы шли в Украину, Закаев там был против этого. Потом он стал это. То есть они как марионет туда-сюда крутят. Это не идет ни в какое, значит, нужное русло для нашего народа. А говорит о том, что много других ошибок совершаем мы. Эти все ошибки должны быть, как говорится, снесены и отвергнуты, и надо действовать в рамках той линии, которую принял наш народ, и действовать именно на Западе по признанию нашего государства. И только тогда уже в будущем мы не можем говорить, что если мы даже, вот пример я приведу, когда в октябре 1999 года состоялся, значит, заседание Госкомитета обороны, здесь на Западе есть люди, которые участвовали еще на этом заседании Госкомитета обороны. Там поднялся вопрос такой: Россия уже напала на нас, и она со всех сторон бомбила, уничтожала, говорят, что могло у нас там уже тогда, в 1999 году. И тогда вот все эти командиры, которые возглавляли все сопротивление, они стали там вопрос, подняли о признании нашего государства. И они говорили, что если мы даже победим сейчас Россию,
И если мы, значит, захватим, снова изгоним их, а если остальной мир нас не будет признавать, то это будет бесполезно все. Необходимо направить туда людей, чтобы они там, значит, этот вопрос решали. И тогда вот поднялся там вопрос, и там было сказано, там вот предложили, многие там эти командиры и руководители признали, что туда нужно направить людей. В том числе и меня, в первую очередь, они требовали, чтобы я приехал сюда. Это было связано с тем, что я и раньше работал здесь на западных странах, в этой организации в Гааге, значит, ООН, где был я первым вице-президентом руководящего комитета, так? Так что они направили и говорили, мы взяли все эти бумаги, все, значит, обращения к миру, к Соединенным Штатам Америки, выехали сюда, и когда приехали сюда, обнаружили вот чудесную картину в кавычках. Мы здесь не нашли ни одного человека из тех, который выехал на нашу, как говорится, позицию сюда защищать ее. Ни одного не нашли, ну, скажем, 99% из них были сторонниками по своему заблуждению или по своему, значит, убеждению на стороне Кремля. Вот что мы здесь обнаружили. Потом появившийся здесь вот Закаев со своей командой, которую лично я организовал, помогал ему приехать, и он потом с тех пор никогда не появился и занимается вот этой антигосударственной деятельностью до сих пор. Мы не можем согласиться с их деятельностью. И те, которые им потворствуют, будь это блогеры, будь это какие-нибудь движения, партии, они все должны опираться на основу нашего государства и не придумывать всякие те, значит, какие-то фантазии, в которых многие из них вообще некомпетентны. А есть компетентные люди, которые все это понимают. Есть ошибки, которые мы совершали, и наши руководители. Эти ошибки нужно, как говорится, в рамках международного права и в рамках нашей Конституции, в статье сказано, 5-й Конституции, что все те решения, которые принял кто бы то ни был, власть или президент и парламент, все, что имеется в виду, и если это противоречит основам нашего государства, все это не имеет юридической силы и не применяется судом, не обязывает граждан. То есть наша Конституция освободила, не обязывает граждан поддерживать эти движения. Поэтому в этом плане мы должны понимать, что мы именно на той основе продолжаем действовать и будем дальше действовать. Что бы кто здесь не говорил. Никто не уходит там на связь, к примеру, так, ничего не говорят и потихоньку себе действуют. Многие из них действительно, мы знаем, работают вместе с этими, скажем, либеральными деятелями, другими деятелями, которые фактически являются нашими противниками, как и Путин. Они в свое время участвовали во всем этом процессе войны против нас, и теперь они стали либеральными и говорят, что вот они что-то сделают. Нет, веры никакой нету. Раз нет этой веры, мы должны действовать в рамках тех, которые для нас обозначены нашим народом. Но я на этом закончу. Это вот такая ситуация, Аслан. Спасибо, Аят, спасибо. Что-то не слышно тебя, Аслан. Прерываешься, Аслан, прерываешься. Других я не знаю, у меня прерываешься ты. Прерываешься. Говори, посмотрим.
Нет, идет прерывисто, непонятно. Что ты говоришь. А сам, пока ты там вот это говоришь, вот здесь я читаю вопрос, почему на чеченском флаге американские звезды. Э, Отвечу, на чеченском флаге не американские звезды. Америки не было и в помине, когда эти звезды были. Поэтому здесь говорить об этом не надо. Это те звезды, которые Вот, воспринимаются. Да, Хазиса, Хази, да, сейчас хорошо. Но сейчас я тебя ответил плохо на этот слышно. вопрос. Это наши Тебя плохо звезды. У нас слышно. пятиконечные звезды, а вот Тебя эти вот плохо слышно. уже меня плохо уже, да? Да. Dikcija aizā. Ну давай тогда я. Tas ir ērokon, jo čūlājat. Давай. Ērokon сегодня. Все вроде. Так, друзья. Друзья, пишите вопросы, задавайте вопросы. Давайте активнее немножко принимайте участие, это очень важно. Так. Да. Хинца ухай зоает. Да? Игуда. Я не знаю, с чем это связано, но тебя слышно очень плохо. Да? Да. Гейнер хэсходжо. Что такое? Я не знаю, сейчас как слышно. Асан. Конечно. Аслан, тебя не слышно. Нет. Сейчас слышно, сейчас слышно. Сейчас слышно, да, сейчас слышно, да. Я повторю свой вопрос, чтобы у нас Давай. получился, да, потому что обрывы были. Дело в том, что самым большим гонителем и преступление, совершавшей страной, это была Россия против мусульманских стран, в том числе на Кавказе, в Средней Азии, везде, где только они могли. И дружили вот этот воинствующий атеистический режим, сатанистский режим советский, коммунистический, дружил с арабскими странами, и вот через арабские страны они вредили Западу, Америке, Израилю, Европе и так далее. Несмотря на это, Россия, или благодаря этому, у России много агентуры там завелось, и она сейчас прикрывается вот этим исламским, мусульманским фактором, и 2 миллиарда мусульман она дезориентирует. Вот мы видим по примеру вот сейчас войны в Сирии, мы видим война между Израилем и сектором Газа, террористами Хамас, война между сейчас Ираном, то, что... У меня такой вопрос, Аят. Почему Соединенные Штаты, Израиль, другие некоторые европейские страны, которые не наносили такого вреда в своей истории, не воевали именно против ислама, мусульман, почему эти страны не обращают внимания на мусульман? Почему они не хотят как-то, хотя арабские страны сейчас, все, кто были за Советский Союз, переключаются на Америку,
уже нового себе протектора находит. Но при всем при этом, по какой-то причине, вот в общем, мы не видим вот этой встречного вот этого движения. И Россия пользуется этим и абсолютно нагло вот в русскоязычном информационном пространстве заполняет своей пропагандой. Ложной, выдуманной, старой, КГБшной. Почему вот Запад, Америка не обращает внимания на мусульман? На мусульман? Я не думаю, что это так, Аслан, потому что Запад и Америка хорошо дружат отдельными частью мусульманских государств. Мгм. Смотри, половина из них, больше половины, вот, допустим, скажем, сунниты, почти все они как бы дружат, я имею в виду за пределами, скажем, бывшего Советского Союза, даже которые вышли оттуда, они более, значит, склонны дружить с западными государствами Америки и с другими, так? А вот шииты или те, допустим, на некоторые движения, которые и у суннитов есть, которые тоже разделились на массу там разных движений, в самой религии они разделились на несколько разных, там несколько не сказать, мы не можем почитать, но мне один сказал 100 даже движений, так? И представь себе, Коран один, неспосланный сверху, так? И они все, значит, каждый в зависимости от того, какая у них там политика, какая у них необходимость, пытается подвести эту религию под обслуживание ее интереса, это власть. Поэтому здесь я хочу сказать, что вопрос здесь как-то обострен, как будто бы между исламскими странами и там другими, скажем, религиозными странами. На самом деле эти религии, Мгм. по нашему понятию, религии это твое мировоззрение, это твое личное отношение. Лично. Это Мгм. не ты, здесь не надо из религии делать политику. А эти страны и многие вот эти движения, которые и наши некоторые на основе религии здесь какую-то политику хотят сотворить. Вот примеры вот возьми, вот когда в 2007 году при действующем президенте Умарове Закаев заявил, что он совершил преступление и, значит, распустил, мол, там нашу страну и все такое. То, что он не делал. Он не делал это ни как президент ни тогда, ни после никогда. Умаров этого не делал. Но Закаев это говорил и при помощи разного рода информационных агентств, то ли «Свобода», то ли «Голос Америки», то ли еще, до того довел вот эту пропаганду, что потом он сам сказал, он это сделал, и вместе с Араляпом они незаконно взяли, используя сайт Чечен-пресс государственный, используя его преступно. Там начали публиковать постановление о том, что президент Умаров ушел, мол, в отставку. И что он там религиозный фанатик, а мы, мол, демократы. На самом деле этого не было, и они совершили тогда попытку государственного переворота, что является хищащим преступлением. Это нельзя было делать. Я их предупреждал, как мог, писал и им говорил, хотя они не отвечали. Затем, по прошествии 10 лет, прошло 10 лет, после этого и человек, который заявлял, что он является демократическим путь избранным, их там движение вот это самозванное, они Мгм. в 17 году принимают решение, есть документы, есть ролики, в которых они принимают документ, что они переходят на некую конституцию 2002 года, которую никто не принимал, ни парламент, ни народ, так, ни президент, на которого они ссылаются, никаких тогда документов за его подпись не было. Если было бы, они тоже не имели никакой-то юрисдикции, но этого не было. И они переходят на эту основу и говорят, что мы теперь действуем, значит, на основе того, что все решения будут приниматься
на основе Корана и Сунны. То есть демократы, вот на такое движение перешел Закай и его компания. А эти люди, про которых ты говорил, вот эти общественные движения, там, Баркмарш или том, они тоже этим же занимались. И когда им говорили, нельзя этим заниматься, они все время как бы нос, как говорится, держали в другую сторону и не хотели вообще принимать в этой ситуации. Но затем эти, значит, стали демократами, начали везде как бы себя демократом, в то же время отрицая существование нашего государства, существование нашей легитимной власти в зарубежье тоже. То есть теперь получается, эти говорят, вот такие, значит, заявления делают, а Закаев вот после принятия вот этих всех документов везде и в Украине везде ездит и заявляет, что он демократ. Ну, никому там нет дела спросить его, ты демократ или мусульманин, или это. Никому дела нет, никто у него не спрашивает. Ну, поднимите вот документы, посмотрите, чем они занимаются. Вот в чем вопрос-то главный. Поэтому здесь, я думаю, религия здесь это просто вот даже во всем мире она воспринимается или используется в политических целях для сохранения той или иной, скажем, системы власти или власти в частности в любой стране. Вот что это такое, мне кажется. А сама вера, вера это твоя личная вера Всевышнего. Ты ему отдаешь дань, ты перед ним ответственна. А здесь, что они из нее делают политику, это ни в какие рамки не идет. Мы понимаем, что через эти, как говорится, скажем, способы идет попытка решить проблему сохранения власти или достижения власти. Вот что это такое. Мгм. Спасибо, Баркалай. Аят, у нас в Германии сообщили, что власти сообщили, сейчас я тут найду эту новость. Да, Аллах чуй. Да, здесь вот у меня в телеграм-канале есть люди, кто хочет задать вопрос, пожалуйста, если вопрос хочешь задать, давайте задавайте. Вопрос, пожалуйста, вопрос, а не утверждение, вопросы. Нету? Видимо, нету, Аслан. Вот я им задаю вопрос, они молчат. Хорошо. Тогда я вот новость прокомментируйте, пожалуйста, Аят. Бундесвер, это немецкая военная служба, назвал Россию экзистенциональным риском. Обновленная военная стратегия вооруженных сил Германии говорится в частности о том, что Россия может готовиться к прямому военному конфликту с НАТО в 2029 году, пишет Der Spiegel со ссылкой на документ. К такому выводу аналитики, военные аналитики немецкие, среди прочего, пришли из-за политики президента Путина по последовательному увеличению армии РФ, как ожидается, до 1,5 миллиона уже в следующем году. На протяжении многих лет, это уже цитата, Аят, на протяжении многих лет Россия целенаправленно наращивала боевой опыт и продолжала развивать свои вооруженные силы в Чечне, Сирии и теперь Украине, предупреждают авторы досье. Кроме того, Россия перешла на военную экономику и тем самым все больше наращивает военное преимущество над европейскими вооруженными силами, констатируют эксперты. В первый раз нашу Чеченскую республику в одном ряду с государствами перечислили, Сирия с Украиной. Хотя Германия всегда очень деликатно обходила эту тему, всегда какие-то пророссийские были нарративы, либо и просто молчали, если эти какие-то нарративы, они были слишком для нас задевающие, немцы деликатно обходили этот вопрос. Сейчас уже об этом начали говорить. Как вы считаете, вот с усилением готовящейся к террористической войне, Россия готовится тут в Европе, как уже многие говорят, и мы уже сами это давно говорим, как вы считаете, возможно ли вот террористические атаки и возможно ли привлечение нас, чеченцев, европейскими странами, молодых мужчин, девушек, которые здесь учатся, работают, говорят на русском языке, неплохо знают Россию,
могут ли их привлекать там в полицию, на военную службу и так далее? И что нашей молодежи мы можем сказать в этом смысле? Ну, я думаю, что та молодежь, которая здесь у нас находится и учится, они должны а, вступать в эти структуры власти, в политике участвовать. Они должны набираться опыта, они будут очень полезны в целом для своего народа, конечно, так? И здесь говорит о том, что они не могут это делать или нельзя делать, нельзя. Наоборот, надо, чтобы наши люди учились, молодые, и шли во все эти организации, где доступно их участие в этом деле. И работать на благо этих стран, и не забывать о своих странах, тоже о своем народе. Это раз. Ты говоришь, экзистенциональный риск России, да? Ну, я-то что-то думаю, что это не совсем так. Если это понятие экзистенциональное говорит, это что такое? Ему определение, если дать определение, это значит Россия, которая, можно сказать, считает, что им жить нельзя, или они на основе того, что Путин как-то сказал, если будет, мол, война, значит, мы в рай попадем, а они все сдохнут. То есть на этой основе, если говорить, так Путин-то он никакой там не религиозный человек, ему все равно. Он когда-то говорил, что я готов, если надо, и с Аллахом воевать. Помните? Уж не говоря Да-да. о других религиозных там. Эта религия используется просто для того, чтобы, ну, в общем, как-то, значит, власти держаться. А в том смысле, что Путин готов совершить вот такой ход, вот как вот сейчас говорят, и он, мол, пойдет, ему он в рай хочет попасть, он ни в какой рай не верит, это мы же знаем, мы видим это. Какой рай, есть столько людей убивая, его поведение, как он себя вел, как в отношении нашего народа и других народов. Ну, это же преступник сам настоящий, а какой может быть? Другое дело, что это не экзистенциональный, ну, как сказать, даже определением античеловечный, так сказать, у него посыл. Это не имеющий никакой нравственности, никакой порядочности, но делая как это вид, что он такой милый, хороший, ласковый, и все такое с тихим голосом, и вот это все, это не, на это не должны ошибаться. В тихом болоте черти водятся, говорят, и русские, так? Ну и поэтому твой вопрос, ну, немцы правильно выбирают свою позицию в этом вопросе. И, конечно, наши люди, насколько можно, надо приветствовать их участие в работе или, ну, в общем, в социальной и политической жизни этих стран. Я так считаю. Мгм. Спасибо. Друзья, задавайте вопросы. У вас есть возможность. В ТикТок вы можете попроситься, я вам предоставлю слово, либо в Телеграм-канале на официальной странице Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия. Есть в Телеграме есть что вопрос задать? Есть вопросы? Ну, вот они не отвечают, Нет, вопрос, пожалуйста, если есть вопрос. Я плохо слышно тебя очень, Айса. Очень плохо слышно тебя, Айса. Плохо слышно. Не знаю, что. Как Нет, вот нет, вопрос. они не могут, который желал, Ну, пока здесь, что не отрегулировать. здесь Есть? такой вопрос. Да, есть вопрос, человек Ага. задает, давайте, если там нету никого. Выиграет ли Израиль войну против Ирана, имеется в виду? Но вопрос такой, как может Израиль выиграть войну у Ирана? Иран это сегодня показывает, что он
все эти атаки, которые были направлены против него, Израиль там может, то есть может бомбить и стрелять там пока. А у них ракеты, которые они ответные дают удары, еще они говорят, что эти удары только пробные, и населению говорят, давайте уходить оттуда, мы будем бомбить. Так? Это раз. И по всем данным, которые у нас есть и которые мы слышим, Израиль без значит, подачи, без привлечения к этой войне Америки не сможет там у них выиграть. Какую выиграть можно, если ты не можешь послать туда, значит, пехоту, скажем, наземную операцию. Наземную операцию Израиль не сможет сделать, скажем, в Иране, не сможет. Потому что ему надо пройти там через Сирию, пройти через Ирак, и все туда пробираться. Я не знаю, они там как сейчас, как летают их эти самолеты через эти территории. Видно, им разрешает это делать, так? Взаимно туда-сюда они посылают вот эти приветы, в которых они убивают людей. Ну, в целом, конечно, понятно, что Иран здесь вот готовит. Для нас Иран не является страной, которая бы была для нас, ну, скажем, другом. Она друг нашего врага. Она вместе с Россией, значит, поддерживая эту Россию, которая нас оккупировала, которая нас убивала, и во время войн, которые были, тоже она нас не поддерживала. Это мы знаем. Сегодня они вот вместе с Россией бьются против, скажем, бьются, я не могу сказать, но посылают и помогают России, чтобы убивать украинцев. Поэтому здесь четкую позицию в этом вопросе занимаем. Здесь должно быть, с одной стороны, если мы будем говорить, что они мусульмане, а другие христиане, другие иудеи, это все вопросы такого исторического характера, которые в конечном итоге нас заведут в какое-то заблуждение. А давайте по реальности, по экономическим проблемам, в чем здесь спор. Спор это за то, чтобы здесь как-то главенствовать со своей политикой и своими убеждениями. Поэтому мы сейчас говорим, что то, что делает Иран, допустим, с Хамасом, то, что они делают, значит, с другими, скажем, странами вместе с Россией, нас совершенно, мы не совершенно не приемлем. А то, что сейчас Израиль им отвечает, и вместе с Америкой они сейчас пытаются задавить Иран, это тоже может вызвать всемирный пожар, поэтому мы тоже считаем, что необходимо прекратить вот эти военные действия и на мирные рельсы перевести все это. Вот что мы считаем. Ну, то, что вот Израиль заявил о том, что атомная вот эта программа, ядерное оружие, которое представляет смертельную угрозу для Израиля, что вот они вот это хотят разбомбить, и все, им этого достаточно. Вот для них это уже победа. Ну, это они заявляют. А на самом деле вот все говорят, и МАГАТЭ, и даже эти спецслужбы Америки, все заявляют, что этого нету. А, скажем, Израиль говорит, что это есть. Доказательств того, что оно есть, нету, а МАГАТЭ, который уполномочен был за всем этим следить, утверждает, что этого нету. В то же время мы здесь ставим вопрос еще так. Вопрос стоит, что он есть, они говорят, у них есть, они сделали. А сейчас возьмет Россия, даст им свои атомное оружие и скажет, это они сделали. Тогда что? Им даже и делать не надо будет. Правильно? Они же друзья. Вот что может к этому, что это привести. Чем вот это наводить, здесь надо было как-то этот вопрос решать и не идти на поводу у тех сил, которые создают ситуацию сегодня в пользу этой империи, России. Мне так кажется, здесь ошибка в какой-то степени, не совсем малой степени есть. А там мы увидим, что будет. Ну вот Бавонятка, наша белорусская подписчица, задает вопрос. Сегодня было выпущено 15 иностранных граждан, и в том числе муж известной вот этой Тихановской, которая выиграла на выборах против Лукашенко.
Она задает вопрос, как вы считаете, как вы думаете, почему Кит Келлог поехал к Лукашенко и какой результат будет от этого визита? И я дополню, почему он выпустил своего главного, можно сказать, оппонента. Оппонент. Да. Это кто выпустил? Лукашенко отпустил вот этого мужа Тихановской. Ну, Ну, еще... насколько временно себя изобразить, что вот он как-то, значит, такой приемлемый человек, что он выпустил его, что он, значит, прислушивается к Западу. Он же говорил от выступлений, что здесь надо это делать так не грубо, а надо это грамотно, тихо делать. Вот так вот он где-то вот интервью я читал, слушал его, говорил. Это просто такие политические ходы на самом деле. А это, как ее, Тихановская, и они, скорее всего, они как-то ведут себя тоже странно. Они не столь, мне кажется, оппозиция к ним, сколь, значит, они сыграли там какую-то там спектакль и вот так вот это все построили. На самом деле там были оппозиционные другие, которые еще с 90-го года против этой Лукашенко выступали. У них есть оппозиция, которая давно-давно существует, и мы с ними в контакте, я с ними встречаюсь. Они, они об этом все говорят и понимают, что Тихановская это не настоящие, как говорится, не настоящие избранные люди. Почему их здесь финансируют, почему им помогают, для чего это все делается, непонятно. Здесь тоже Запад, мы думаем, Запад все знает. Нет, не все знает Запад. Запад нужно просвещать в этих вопросах. Здесь у нас есть знакомые люди, они будут называть их, которые все это все излагают четко и ясно. У них примерно такая же ситуация сейчас, как и вот в нашей стране, Чеченской Республике. На зарубежье действуют разные деятели, типа Тихановских и другие, которые себя изображают власти, а на самом деле они таковыми, их никто не избирал на самом деле, и они как-то способствуют больше тому, чтобы это было выгодно своими действиями, чтобы было выгодно Кремлю, по большому счету. Вот это есть. И поэтому он выпустил, видя вот эту всю ситуацию, наверное, я могу только предполагать. И потому что они вот именно так и действуют и на Западе. Вот такая ситуация, насколько мне понятно. Мгм. Ну, здесь вот Бавонятка пишет, что Тихановский это не оппозиция, это какой-то клоун. Ну, вот, Ну вот я как раз об этом примере сказал. белорусская, да. Да. Вот она Так, тут говорит. сколько Да. уже находится в эфире, Аслан? Мы уже почти 1,5 часа в эфире. Ну, хватит тогда, давай на этом закончим, потому что здесь у меня тоже вот сидят люди, но слушают, но вопросов нет. Ну, если есть вопросы, конечно, да, чтобы просто я к тому говорю. Мы готовы. Ну, в принципе, вот есть вопрос сейчас появился. Как вы считаете, если Израилю будут грозить уничтожением, он же явно применит ядерное оружие. Почему постоянно угрожает Израилю? Израиль никогда не проигрывал войны и имеет ядерное оружие, говорит ЕТС. Ну, во-первых, все говорят, что у Израиля есть атомное оружие, а нигде он это не подтверждает. Никогда не говорит, что у меня есть атомное У Америки же есть. У Америки есть, они могут им дать в этом смысле, что ли? Нет, ну это я как предполагаю. Ну да, да. Но у нее в этом смысле может быть. А так, что оно у нее есть, и что она может ударить, это только они с разрешения. Вот выступал Кедми, их бывший глава разведки Израиля, Моссада. Он говорил, что все, что мы здесь делаем только с разрешения Америки. Только с разрешения. Любой шаг мы не предпринимаем без решения этого вопроса с Америкой. Вот так они действуют. Поэтому, да, им могут дать атомную бомбу, если в этом будет необходимость. Но такой необходимости и на такой шаг Америка, мне кажется, не пойдет.
Вот такая ситуация. Я думаю, что в скором времени вот это все, что с Ираном связано, оно как-то должно быть отрегулировано, и ситуация здесь как бы, значит, должна стабилизироваться относительно. А это как раз-таки сейчас, посмотрите, как активизировался Кремль. Он активно там нападает, активно продвигается, пытается активно, значит, ведет за этот месяц, я же говорил в самом начале, усилил количество, значит, атак во много раз, там поднялся, все больше и больше движется. То есть, а почему? Потому что на этом фоне все говорят про Израиль и про Иран, что там может вот это произойти, а в тень ушла проблема как бы Украины. Хотя это не так. Мгм. Помощь Украине будет оказываться, Аят, как вы считаете? Ну а куда они денутся? Европа-то будет оказывать помощь, и Америка будет. Куда они денутся? Ведь они же понимают, что Россия, она если там в Украине захватит это все, она обязательно пойдет, ее планы-то она не скрывает, она говорит, что она хочет восстановить всю территорию, потом они, скорее всего, пойдут на Казахстан, на Среднеазиатские республики, ну, за Кавказе там они тоже участвуют как бы. Ну, вот такая путанная, такая каша, которой неизвестно, что у него в голову им придет в первую очередь. Ну, по крайней мере, вот видите, Эстония, она уже там роет рвы, траншеи шириной до 3 метров, глубиной, уже считает, что они вот-вот пойдут на них. То есть они готовятся. Вот такая может быть ситуация. И это же для того, это же делается не потому, что Запад не хочет и не будет помогать. Будет помогать. Я думаю, это разговоры, которые вот сейчас ведутся через Америку, это есть какие-то разговоры какой-то внутренней личной проблемы, которая есть у президента Трампа. Наверное, что-то личное здесь в нем больше превалирует, чем та проблема, которая необходимо, значит, решить для самой Америки. Я так думаю. Там посмотрим. Спасибо, Аят. Всем Ну, больше вопросов нет, Аят. Предлагаю уже больше 1,5 часа мы в Ну, эфире. давай тогда закончим. Да. Давайте. Спасибо вам, Аят, было очень интересно. Спасибо всем, Хорошо. кто задавал вопросы. Всего самого хорошего, до свидания. Адикер Машвай. Hadi Marşay.